женщина. Сильная не столько от жизненных сил, что дала ей природа, но и от сил души, которым ее щедро одарил Всевышний. Тамара Денильханова родилась 17 апреля в селе Чеченаул Грозненского района, тогда еще Чеченской автономии, в семье сельской интеллигенции. Папа Султан Абуевич работал преподавателем истории в местной школе, а мама занималась домашним хозяйством. Детство, наверное, было, как и у каждого ребенка моего поколения, советское, нелегкое. Детство сельской девочки, наверное, так скажем. Росла я в очень большой семье. Большой в том плане, что нас-то было всего 4, но у дедушки нас было 8 детей, и мы практически, можно сказать, что жили все вместе. У каждого были свои семьи, но мы жили как бы все рядом, и все время собирались у дедушки с бабушкой. У нас было где-то около 30 внуков. И мы все любили по утрам всегда завтракать у бабушки. Она держала коров, хозяйство домашнее. Варила нам по утрам кашу в большой кастрюле на печке настоящей. На улице у нас печка была. Она нам там варила кашу. Я помню, как мы прямо из этой же кастрюли ели эту кашу. До сих пор помню вкус ее. Никогда в жизни такую вкусную кашу, наверное, не ела уже после этого. Хотя сама уже мама, сама готовлю ее детям. Но тем не менее, она почему-то была особенная. По вечерам мы любили жарить в той же печке, печь картошку, кукурузу, в зависимости от сезона. Собирались вокруг нее, она там пекла лепешки. Ну, наверное, как в любой, большой такой семье, больше внимания нам доставалось от бабушки, чем от мамы, потому что мама, как сноха любая, была занята домашним хозяйством, уборкой, огороды были огромные. У тогдашних девчонок и мальчишек детство было почти у всех одинаковым. Двор, игры, помощь по дому, по хозяйству. Тамара была единственной дочерью у родителей и, как следствие, авторитетом для своих 3 младших братишек. Нам приходилось постоянно помогать и по дому. Я была старшая. У меня 3 брата, все 3 моложе меня. И можно сказать, что они выросли у меня на руках, потому что приходилось нелегко родителям. Папа работал вообще в 3 смены. Работал в школе учителем, мы его практически не видели. С раннего утра до поздней ночи он был в школе. Первая смена, вторая, потом вечерники, как обычно. Пытаясь прокормить семью, поставить нас на ноги, чтобы мы имели все, что нужно. Нельзя сказать, что наша героиня отличалась тихим нравом, покладистым характером. Чаще всего получалось так, что во всех, скажем в кавычках, начинаниях детворы почти всегда верховодила Тамара. Ничего мне не сходило с рук, но я выросла среди мальчиков, потому что у нас папины братья все практически, было много братьев, их 7 братьев было и 1 сестра тоже. И они практически на 2-3 года старше меня, младшие. И я росла с ними. Росла я среди мальчиков, играла с мальчиками, была очень большой хулиганкой, лазила по деревьям, играла в мужские игры, только футбол все время. И, наверное, я заслуживала того, что получала. А очень часто мне влетало от папы, от мамы. Наверное, без этого никак. У каждого из нас в детстве бывает своя заветная мечта. Кто-то мечтает стать космонавтом и покорять космические пространства. Кто-то мечтает выращивать хлеб на радость людям. Кто-то возводить небоскребы. У меня была мечта стать врачом вообще в детстве, когда я в школе училась. Училась я хорошо, закончила школу с золотой медалью.
Это тоже, наверное, заслуга папы, потому что он был учителем в школе, в моей же, и было стыдно плохо учиться. Я помню, единственный раз у меня была 1 двойка за всю мою школьную жизнь, и то за то, что я подралась с мальчиком. И меня за эту двойку поставили в угол, и когда я стояла в углу, там же в углу меня застал папа. Я помню, как мне было стыдно, хотя в углу я стояла очень часто дома, засыпала иногда в этом же углу, меня часто наказывали. И тогда он меня так пристыдил, что я запомнила это на всю жизнь. И больше меня в угол не ставили, двойки я не получала. Эта детская мечта Тамары так и осталась нереализованной, и теперь, по прошествии стольких лет, она с мягкой грустью, знающей цену всему в женщины, вспоминает об этом. Врачом я не стала, потому что у меня были нелады с химией, и я очень боялась вида крови. Вот прям реально боялась. И так получилось, что я поступила в Тверской университет на экономический факультет. Специальность у меня экономика и социология труда. Вот. Вернулась уже после учебы домой. Устроилась работать в Министерстве экономики. В те годы не совсем охотно отпускали девушек учиться за пределы республики. Сказывался менталитет и прочно сложившийся в чеченских семьях уклад. Да что за пределы? Даже чтобы отпустить учиться в город девушку из сельских районов, приходилось пройти сквозь череду сомнений и тревог. И сейчас, как и тогда, Тамара с очень нежной дочерней благодарностью рассказывает о своем отце. Ведь именно он тогда настоял наперекор всем и всему, чтобы его единственная дочь получила высшее образование. Судьба и жизнь чеченской женщины именно, она очень зависит от мужчин. Очень сильно зависит. И вот с какими мужчинами ей повезло в этой жизни встретиться, так и складывается ее судьба. Я, наверное, очень счастливая женщина, потому что в те годы отправить учиться в Россию дочь, и вообще отдавать учиться в селах, это было очень редко. Я помню, как мои родственники не хотели, чтобы я училась, но папа настоял. И всегда, когда я даже еще с 1 класса приучал меня к той мысли, что я должна учиться. У него такая позиция жизненная, очень правильная, я считаю, что именно женщина, для нее обязательно образование. Пусть она даже не будет работать, пусть у нее не будет необходимости в работе, но необразованной женщине в сегодняшнем современном мире очень сложно вырастить образованного ребенка. Это во-первых. Во-вторых, ты никогда не знаешь, как сложится твоя жизнь. Может, ты завтра потеряешь кормильца, может, некому будет тебе помочь, и у тебя уже будет и диплом, и образование, и ремесло, благодаря которому ты сможешь прокормить своего ребенка, свою семью, себя, в конце концов, и не будешь ни для кого обузой. Вот такая жизненная философия была у моего отца. И благодаря ему, наверное, я первые шаги получила в этой жизни от него помощь. Это сейчас Тамара с высоты достигнутых вершин, с опытом прожитых лет и навыком пройденных дорог, с мудростью философа, оглядываясь назад с такой легкой иронией, может констатировать. Но тогда, в начале тяжелых военных 2000-х, все было в таком непонятном, призрачном мареве. Не было четкого представления о том, как и чем все это может закончиться. Не было ни материальной, ни технической, ни интеллектуальной базы. Все было завязано на голом энтузиазме и прочном фундаменте слов великого сына своего народа Ахмадхаджи Кадырова. «Я хочу не остановить войну, а навсегда покончить с ней». После 2000 года, уже в 2002 году, получилось так, что я пришла в комитет по делам молодежи благодаря Арсанову Хожамуду, который тогда был председателем комитета. Он с работой вообще в эти годы было очень трудно.
устроиться на работу было трудно. Но у меня папа работал, как всегда папа, работал тогда в правительстве и был лично знаком с Хожамдом. И так получилось, что по его просьбе меня взяли на работу. На работу взяли меня в городской районный отдел. Я начинала работать как бы в районном отделе. Это был не аппарат комитета. Это считалось не так круто. Находились мы тогда в мэрии города Грозный. Базировался как бы наш отдел, потому что мы как бы относились именно к работе мэрии города, по городу. Отвечали за работу с городской молодежью. Вот такая структура была у комитета. Во всех районах были отделы, которые подчинялись головному аппарату, но были прикомандированы к районным администрациям, к городским администрациям. Вот мы пришли в мэрию тогда. До сих пор мы вспоминаем со смехом вот эти 2-3 года моей работы, потому что мы находились в подвале мэрии. В подвале у нас не было ни одного окна. Была очень маленькая каморка, буквально 2 на 3, наверное. И нас там было, не дай мне собрать, 5 человек в отделе, в этой каморке. Когда свет отключали, мы вообще не могли работать, работали при свечах. Мы недавно вспоминали это свою бытность работы в этом отделе. И наш нынешний министр культуры пошутил, что нужно было закрыть всего одну дверь, чтобы культура отдохнула от нас 3 женщин. Мы так долго смеялись над этой шуткой, но у него такой хороший юмор у Хожбауди. Вот таким образом мы начали работать в комитете. Это днем было еще сносно, и складывалась обманчивая иллюзия мира. А ночь была ничейная. Она была на тонком острие войны и мира. А эти вчерашние девчонки и мальчишки были еще так молоды, как и самоуверены. Люди боялись. Было же очень страшно идти работать в правительство, в аппарат. Сколько мы получали угроз от бандформирования, от их членов, что если мы не прекратим нашу деятельность, то нас взорвут, убьют, уничтожат. Но вопреки этому мы шли и работали. Наверное, вот так. Я думаю, что в принципе наши женщины, они же очень выносливые, сильные чеченские женщины. На плечах наших женщин, в принципе, выстояли мы эту войну. Мы женщины вскормили свои семьи на базарах, на стройках. В то время, когда мужчинам трудно и страшно было выходить, они шли и работали, не жалея себя. Вообще, мне кажется, такой памятник надо чеченской женщине построить. Все поначалу дается тяжело, или почти все. Тогда эти совсем молодые люди из-за юношеских амбиций, из-за напористости молодости, а то и по неопытности брались безоглядно за все. Мы ютились по квартирам, не было практически транспорта, не было даже компьютеров. Я помню, мы работали на печатных машинках. Одна печатная машинка у нас была на весь комитет, и мы на ней печатали положения, всякие проекты. Мы учились, потому что мы сами не знали, мы не были обучены молодежной политике. Мы все пришли, мы пришли с разных сфер деятельности, с разными образованиями. Кто-то вообще закончил нефтяной, кто-то закончил юридический, кто-то, как я, экономический. Мы не были специалистами молодежной политики. Мы пришли туда, наверное, так, волей судьбы, по стечению обстоятельств практически все. Мы учились, усердно учились, придумывали. На одном энтузиазме мы делали целые огромные мероприятия, потому что, в принципе, таких залов, как сегодня же, не было. Была одна оргтехника, Дом культуры, ныне восстановленный, функционирующий. Но тогда он был в ужасном состоянии. Но это был единственный зал почти на окраине города, куда мы собирали молодежь, и куда молодежь с удовольствием шла. Не просто шла, у нас аншлаги были на мероприятиях, людям мест не хватало.
настолько были востребована была та работа, которую мы делали среди молодежи, потому что мы показывали им, как можно жить, как нужно жить, что война это не тот выбор, который в то время должна была сделать наша чеченская молодежь. А это была учеба, спорт, культура. Вот тот выбор, который мы как бы направляли нашу молодежь. Им казалось все по плечу. И потом время само показало, что при желании нет невозможного. Но до этого еще были долгие годы кропотливого труда. Грех будет не сказать, что с 2006 года, в принципе, когда уже нас под крыло взял Рамзан Ахматович, практически каких-то технических проблем, материальных проблем у нас уже не было в работе. Нам подарили огромный дворец молодежи, просто подарили уже, скажем так, технику, автомобили, машины. Мы уже получали какие-то дополнительные денежные вознаграждения, премии к той зарплате, которую мы получали. Получали дополнительное финансирование на проекты, которые мы реализовывали. И буквально, если сравнить вот за эти 3-4 года, когда я пришла в молодежную политику, когда мы ездили по всему Северному Кавказу в поисках проектов, каких-то идей интересных, пытаясь научиться вообще документообороту, даже элементарному, потому что пришли-то все были молодые, и такого как бы опыта работы с документами даже у нас не было. Вот этот прямо буквально за 3-4 года мы пришли к тому, что уже со всей России ездили к нам обучаться, перенимать опыт. И комитет правительства по делам молодежи Чеченской Республики стал одним из лучших в России тогда. Мы проводили много тысячные, миллионные акции. Вы, наверное, помните это под руководством именно нашего главы, потому что он вдохновлял нас, он финансировал тогда эти проекты, он поощрял, мотивировал нас на эту работу, когда мы практически неделями не были дома. И все это было благодаря вот именно этому одному человеку. Без его поддержки, наверное, мы бы этого не сделали. Я это к чему говорю? К тому, что действительно он один зажег сердца нас всех, и мы с этим огнем, наверное, идем до сих пор по жизни. Чечня 2000 года и Чечня 2010 года – это две несравнимые разницы. Там хаос и развал, здесь порядок и возрождение. Там руины и безнадега, здесь восстановление и надежда. Там еще война, здесь уже мир. Мир, в котором культура необходима так же, как и сам мир, а может где-то еще важнее. Ибо культурный и образованный человек всегда выберет между войной и миром мир. В 2010 году, наверное, поняв, что вот как бы я уже изжила себя в этом комитете, выросла, да, скажем так, выросла, Рамзан Ахматович принял решение перевести меня в культуру. Для меня это было очень неожиданно, очень болезненно, потому что я любила свою работу, любила свой коллектив. Я там знала практически все. И не представляла себя в культуре вообще. Я понимала, что если мне как бы на меня надеяться, в любое место, куда бы меня ни направили, я бы пошла также с удовольствием, и как пришла сюда, наверное. Вот так вот, с уже проторенной дороги, с уже обжитого и понятного, снова в неведомое, непонятное, снова, как в первый раз. Я пришла со слезами, потому что не хотела уходить с молодежной политики. Для меня это было родное, близкое. Но спустя небольшое время, в принципе, и эта работа стала для меня такой же родной. Сегодня я не представляю себя, наверное, уже без культуры. Не представляю себя без родного зала, без своего коллектива, который мне уже близок. В принципе, все эти годы он практически не поменялся.
Мы работаем в одной команде, за что им огромное спасибо, потому что в самые очень трудные моменты они меня всегда выручают, поддерживают. Это очень большое достояние, я считаю, когда с тобой рядом такие верные, надежные люди. И она вновь училась, вновь овладевала навыками и знаниями. Ведь Тамара не приемлет золотой середины. Она привыкла быть лучшей, быть первой. Мне очень нелегко пришлось в жизни, очень нелегко в том плане, что вы же понимаете ментальность нашего народа, вы понимаете, что работать среди мужчин очень нелегко. И если ты не будешь сильной женщиной, то, в принципе, вот я не знаю, может, это неправильное мнение. У меня сложилось такое мнение, что я должна быть очень сильной, такой же, сильнее мужчин, может, где-то, может, жестче, чем мужчины. И учитывая, что в основном, вот, например, здесь в концертном зале, у меня где-то 80% подчиненные были мужчины. Наверное, да, но это не значит, что я как бы совсем уже черствая. Я такая же женщина, как все, наверное. Она сейчас может позволить себе сказать это. Ведь все эти годы Тамара наравне с мужчинами поднимала и восстанавливала то, что разрушили до основания сильные мира сего. Она восстанавливала веру молодежи в завтрашний день. Она стимулировала своим личным примером к достижению поставленных целей. Она делала то, что иной раз не под силу мужчине. Очень часто я плачу, когда мне сложно, когда мне тяжело, когда обидно, когда я разочаровываюсь в людях. Вот самое болезненное для меня – это разочарование в людях. Я очень, как бы это сказать, очень тяжело впускаю к себе человека, но когда я его впустила, и мне приходится в этом разочаровываться, для меня это очень болезненно. Я могу и поплакать, могу и поистерить. Наверное, как любая женщина. Люблю, когда меня балуют. И это признание, как и это смущение, так женственно. И так идет этой молодой и миловидной женщине, которую все привыкли видеть сильной женщиной. Я думаю, что вначале так и было. Я была очень... Я знаю, что у меня очень тяжелый характер. И сегодня, когда мы как бы по душам говорим со своими работниками, которые с 10-го года, например, со мной рядом, они мне говорят, что я очень изменилась. Вот какая я была, когда пришла, потому что тогда мне надо было отстраивать работу. Мне надо было выстраивать людей, объяснить им, как это должно быть, как я хочу это видеть. И иногда это приходилось делать в очень неприятной форме. Но сегодня, в принципе, уже все знают и меня, знают мои требования, они, в принципе, и свою работу хорошо знают. И поэтому, когда даже иногда бывает, как бы нужно поругать, за что-то человека, я уже стараюсь это делать с юмором, с шутками, пожурить, потому что я знаю, что это сделано не специально. Обычно о женщине-руководителе складывается мнение, что она не перестает им быть даже по приходу домой. Но моя героиня признается, что ее амплуа строгого начальника остается в стенах служебного кабинета. Дома она всего лишь невестка, жена и мать, как и предписывает чеченский менталитет. Меня очень быстро останавливает, когда я так... Ну, это когда женщина, сколько уже лет, если начинать, скажем, с комитета, уже 8-10 лет находится, на руководящей должности, то она к этому привыкает, как и любой человек. Мы же люди. Я тоже начинаю, и меня быстро останавливают. На этом заканчивается моя руководящая должность дома, за порогом. Это не страшно, это я только рада, потому что очень тяжело все время нести на себе ответственность
за коллектив огромный, например, у меня 400 человек коллектив сегодня, нести за них ответственность, за здание, за людей. Тамара вот уже 14 лет проживает в большой и дружной семье Хаджимурадовых. Они так и живут все под одной крышей. Свекровь, деверь с семьей и Тамара вместе с мужем и 2 детьми. Она давно уже и сама мама, но про свою вторую маму она говорит с мягкой теплотой и любовью. Мне повезло, что мы живем вместе, потому что у меня дети под присмотром. Как бы я не должна переживать, поели они, не поели они, с кем они остались, как они, потому что бабушка всегда рядом, и она мне очень помогает, за что ей огромное спасибо от меня. Для меня она реально заменила маму мою. И всегда, когда мне плохо или когда я устаю, она это всегда понимает. И за все эти годы, вот сколько мы уже вместе живем, 14 лет, никогда плохого слова я от нее не слышала. Настолько она вот золотой человек, и мне очень повезло именно с ней, я считаю. А на вопрос, кем бы она хотела видеть детей своих, какое будущее прочит им, Тамара, не задумываясь, ответила: Для меня главное, чтобы они выросли достойными людьми, и тогда, я думаю, они найдут свое место в жизни. Главное заложить в них человечность. Они у меня очень добрые, очень ласковые, как ни странно. Мама я совсем другая. На самом деле, как мама, я вообще другой человек. Я, наверное, то, что нас воспитывали очень жестко в детстве, наверное, вот это вот повлияло на то, что я совсем другая мама. Я очень ласковая, очень добрая с ними. Я никогда их не ругаю, никогда я не поднимала руку на своего ребенка. Никогда за все. Хотя это не у меня мальчики, они, естественно, хулиганы, но для них очень важно мое мнение, для них очень важно не обидеть меня, как бы не расстроить. Время сильнее нас. Оно способно менять людей. Иногда под воздействием времени мы становимся черствее или же сентиментальнее. Где-то изменяются наши мерила. Мы по-другому оцениваем и воздаем должное. С возрастом уже не такая максималистка, я стараюсь понять всегда человека. Если это не вошло уже в привычку, и самое главное, чтобы не было предательства. Остальное все я могу простить человеку. Когда пройден определенный отрезок жизненного пути, когда сделанного больше, чем осталось сделать, мы задаем себе вопрос: а что мы сделали? Чем мы гордимся? О чем сожалеем? Для меня большая гордость – это, наверное, все равно моя работа и мои дети. Вот это моя гордость. Я очень счастлива и благодарна, что я смогла, наверное, иметь такую семью. Это очень сложно. Я считаю, что, в принципе, это большая работа тоже. Семья и моя работа. Вот этим я горжусь. А сожалею, наверное, сожалею тем, что я не смогла ее сделать еще лучше. Других сожалений у меня нету. Может, были какие-то ошибки, о которых я не хочу вспоминать, как и у любого человека. Оно стоило того. Все эти тяготы и лишения, все падения и взлеты, все слезы отчаяния и слезы счастья стоили того. А сильной женщину делают воиной и боясь за своих мужчин. А так мы очень слабые. Слабые своей любовью, слабые своей преданностью. И еще мы слабые своей верой в вас, в своих мужчин. Я очень счастливая женщина. Я очень счастливая женщина, потому что я смогла себя реализовать. Я очень счастливая женщина, потому что я могу помочь своим близким, родным. Я очень счастливая, потому что я сегодня могу дать своим детям то, что они хотят получить.
Я счастливая, потому что я имею свою любимую работу, любимую команду, людей, которых я очень уважаю, с которыми мне легко. Что еще нужно для счастья женщине?